Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, что сегодня он думает о вас, его мысли. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Мужчина с горбом вышел. Слушайте, либо он виноват в чем-то перед вами, либо перед кем-то он виноват. Горб — это вина, это тяжесть, которую он носит у себя за спиной. Здесь человек в плохом настроении, возможно, проявляет холодность, отстраненность, такой, знаете, колючий и злой. Холодный, колючий, злой, как айсберг. А вы думаете, что же я такого сделала, да? В чем же я перед ним виновата, почему он так себя ведет? Да ни в чем вы не виноваты, это он перед вами виноват. Это он что-то сделал, либо наоборот не сделал. И так ему совестно, так ему погано. А вот признаться вам не может, либо прийти извиниться и не может. Знаете, как... Приди, раскайся, да, тебе все простят. А нет. Может быть, и порывался, но не решился, не смог себя выдавить эти слова. Давайте посмотрим, в чем же он перед вами виноват. Просто прям интересно. Здесь явно какая-то вина. Сейчас хочу посмотреть, перед вами ли он виноват, либо перед кем-то. И что это такое? Перед вами виноват. Перед вами, девочки. И дерево семейное вышло, и карта бланки ваша вышла. Он перед вами виноват. Давайте посмотрим, в чем его вина. В чем его вина перед вами? Почему он перед вами виноват? Что это такое? Ну надо же, секрет у него от вас. Секрет. Девчонки, вы все разные. Но... Смотрите, у одних 100% отыграется, что он деньги спустил на какие-то свои гульки, увлечения, азарт, может быть, даже кому-то из своих друзей занял, да, деньги именно спустил. И теперь от вас это прячет. Может быть, вам пообещал, но на кого-то, на что-то потратил, погулял, погудел с друзьями, теперь денег нет, и вам давать нечего. Вот, и скрывает, значит, причину отсутствия денег. А у других отыграется, что мужчина с кем-то, ну, скажем так, романтически общался, может быть, переписывался, может быть, какая-нибудь девица пыталась его закадрить. Ему стыдно за этот поступок, и вот всеми силами он прячет этот поступок, прям сам себя ненавидит за это, но и сил нет, чтобы вам признаться, потому что знает, что вы женщина справедливая, но рука у вас тяжелая, что вы просто так не простите, вы его либо укорами замучаете, либо с ним общаться месяц не будете его к себе подпускать. Вот так вот оно что, виноват. Думает у девочки целый день, как ему поступить правильно, признаться, либо молчать уже до последнего. Эти мысли просто разрывают его голову, терзают его очень сильно. Но есть и положительная новость для вас. У мужчины есть к вам чувства. И чувства эти очень серьезные. Он очень боится вас потерять. Очень боится. И то, что он вам не говорит, скорее как страх того, что вы его просите, вы от него закроетесь, да? Вы не позволите к себе приблизиться. А вы его жизнь, вы его воздух. Господи, да кто он без вас? Да никто, пустое место. Понимаете, в какой он себя неприятность загнал, да? В какой угол он себя загнал. Девчонки, надо помогать. Надо помогать выходить из этого состояния. Потому что вижу, что вы прямо от друг друга, ну, как-то
дистанцию держите, да, вы думаете, что он, ага, на меня обиделся, он ко мне холодный, не любит, не ценит, там, разлюбил, не хочет, а он, соответственно, ходит и трясется, что вы узнаете правду, что вот он прокрутил деньги, либо с кем-то потратил, либо с какой-то девицей пообщался. Да, надо искать точки соприкосновения, и здесь нужен разговор. По-любому нужен очень серьезный разговор. Я понимаю, что все девушки разные, и у каждой девушки своя реакция, но, девчонки, проявите снисходительность, проявите. Смотрите, все будет зависеть только лишь от вас, от вашего умения принять ситуацию, как она есть. И исправить уже ничего нельзя. Просто нужно принять и о чем-то договориться. Так, еще о чем же он думал? Думал о каком-то подарке. Может быть, он хотел, да, загладить свою вину перед вами каким-то подарком. Ценным, либо очень ценным, а может быть очень красивым, а может быть очень романтичным. Но поскольку денег у него сейчас нет, эта мысль была отброшена. Опять же, тут самобичевание, что же я такой недолугий, да, не могу любимой женщине подарок дорогой купить. Тоже, знаете, как прям противненько ему стало. Так, девушки, женщины, кто активно ведет социальные сети. Это сообщение для вас. Здесь мужчина просто любовался вашими фоточками, пересматривал старенькие, там, обновлял в своей памяти ваши лики. С одной стороны восхищался, с другой стороны ругался. Ругался на количество комментариев под вашими фотками, либо на количество лайков. И такая мысль: надо запретить. Что же это такое? Все любуются моей жемчужинкой, моей звездочкой. Да что же это? Мужики на нее, скорее всего, смотрят. А вдруг они еще что-то запретное делают, да, на ее фотографии. Но вы хороши, вы очень хороши. Есть такая мысль, девочки, вам запретить, что-то запретить. Ну, допустим, вести тот же блог, да, вести Инстаграм, либо Фейсбук, либо Одноклассники. Вот, чтобы никто не видел, да, моя, чисто моя, только моя, для меня, да, пусть для меня будет красивая. Такая мысль была. Но, опять же, он не в том положении, чтобы вам что-то запрещать, либо что-то от вас требовать. Прям любовался вашими фоточками, да. Просматривал и любовался. Так, еще мысли. Кстати, с самого утра, либо ему что-то приснилось ночью, либо у него просто эрекция случилась. Прям очень-очень сильно вас хотел. Очень-очень сильно. Если вы проснулись в одной кровати, ну прям еле сдержался, девчонки. Прям еле-еле сдержался. Но опять же, вот это чувство вины, оно не позволило ему к вам проявить все свои эмоции, да, все свои горячие порывы. Да, желание было, причем такое, знаете, прям ранним-ранним утром, когда он только-только проснулся. Прям так сильно вас хотел, прям до слез, понимаете, до слез. Так, еще мысли о вас. Слушайте, но он вас побаивается, может быть, он вам никогда не говорил, но он очень высоко оценивает ваши интеллектуальные способности. Вы для него, ну, просто гений, просто гений. Вы либо в чем-то очень круто разбираетесь, либо у вас такая крутая интуиция, угадываете, предсказываете, видите наперед, анализируете, может быть, какие-то безошибочные прогнозы делаете. И вот с одной стороны, вау, она крутая, она это может, с другой стороны, блин, она меня спалит, да, она точно узнает, что я делал, пусть не сейчас, но завтра она точно поймет. Так ему страшно от этого. Знаете, как и люблю, и боюсь, да, и восхищаюсь, и тут же страшусь. Что ж такое? Какая вы необычная. Слушайте, а ему повезло с вами. Вы очень необычная, очень талантливая, красивая. С вами очень интересно, с вами не скучно, но нужно вам соответствовать. Да, нужно вам соответствовать. Кстати, пару слов по поводу вас. Девушки, женщины, может быть, это прозвучит грубо, но тем не менее я скажу. Я вижу, что вы слишком загоняетесь по поводу этого мужчины. Ох, тут все намного проще. Мужчины, они намного проще, чем женщины. И если он ведет себя таким образом, точно он перед вами виноват.
Не вы, а он. Если бы вы были виноваты, да Господи, он бы вам уже 1000 раз бы об этом сказал в какой-то обидчивой, такой, знаете, детской форме, так с губой трясущейся. Вот ты меня обидела, вот ты так поступила. Раз он молчит, это значит, он виноват. Девчонки, это он. Не загоняйтесь так по поводу мужчины. А лучше обыграйте эту ситуацию. Ну, только скажите: я знаю, что ты сделал. Я знаю, что ты сделал. Да? Давай, искупай свою вину и просите с него все, что захотите. Поверьте, он и с неба звездочку достанет. И даже в этом непростом материальном положении он найдет средства для того, чтобы сделать вам подарок, да, либо купить вам то, что вы желаете. Это не вымогательство, это просто реальная компенсация за нанесенный ущерб, да, либо за вот эти все тайные секреты, за то, что погулял. Да, вот такая компенсация. Он любит вас, девочки, он любит, и вы любите, я это вижу. Почему-то с друг другом вы носитесь, как это, знаете, говорят, с писаной торбой носишься. То есть прям боитесь друг друга, боитесь в чем-то признаться, боитесь о чем-то поговорить, свои мысли высказать. Это очень деструктивная позиция, она ни к чему хорошему не приведет. Между вами должно быть партнерство, вы равны в этих отношениях и в этой любви. Чем прозрачнее будут ваши отношения, чем доверительнее они будут, тем они будут крепче. Крепче, поверьте. Научитесь говорить друг другу правду. Либо договоритесь, что мы будем говорить друг другу правду. Поверьте, это здорово поможет развитию ваших отношений. Даже если вы уже в паре, в браке, это вам очень здорово поможет. Попробуйте, просто попробуйте, договоритесь с ним. Договоритесь. И, кстати, не скрывайте своих эмоций. Я вот вижу, что вы очень много от него прячете. Прячете именно свои эмоции. Очень много на свой счет берете. Какое-то дикое желание во всем угождать этому мужчине. Вы серьезно, девчонки? Ну вы же ему не нянька, не мама, не бабушка. Вы женщина, любимая женщина. Вы не должны ему угождать. Вам обоим должно быть приятно в этих отношениях. С друг другом должно быть приятно. Что это такое угождать? Так, и еще, девочки, для вас, возможно, это будет сюрпризом, но я вижу у вас за спиной мужчину, другого мужчину. Мужчина, который не сводит с вас глаз, просто не сводит. Он вас поедает глазами. Вы этому мужчине как минимум нравитесь, а как максимум он безнадежно в вас влюблен. Мужчина за спиной стоит, то есть, возможно, вы с ним вместе работаете, либо по соседству живете, а может быть, даже это какой-то муж вашей подруги, либо даже родственницы. Просто уже трясет этого мужчину от чувств к вам. Трясет. Знаете, у кого-то из вас отыграется, что мужчина решится на разговор. И этот разговор, ну, мягко скажем, вас очень шокирует. Вас шокирует. Но есть такое. Есть какой-то тайный поклонник, вы должны об этом знать. Просто должны знать. Так, не могу ничего больше про него сказать. Здесь очень мало информации вышло. Так, еще за что-то вы очень сильно переживаете. За что-то, какое-то дело, какая-то ситуация, может быть, какой-то план, проект. Мысли такие переживательные. Получится, не получится, будет, не будет. Стоит, не стоит, рисковать, не рисковать. Здесь вам подсказка. Крест. Это судьбоносное событие. Нельзя его не откладывать, не обменивать, не отменять. Нужно делать. Результат, он будет судьбоносным. И событие судьбоносное, и результат судьбоносный. Поверьте, это надо пережить. За это стоит взяться, и это надо пережить. Не бойтесь сложностей, не бойтесь трудностей. Каждая сложность, каждая трудность делает вас сильнее. Смотрите, мы загадывали на мужчину, но нам показывают вас. Вас и два очень важных события, которые должны произойти в вашей жизни. Одно событие связано с загаданным мужчиной. Это событие вас соединяющее, объединяющее и дающее толчок развитию ваших отношений, вашей любви, вашей семьи. А второе событие, оно связано с каким-то опасным человеком. Это может быть как мужчина, так и женщина. Вам по судьбе, по кресту этого человека переиграть, либо вывернуть эту ситуацию в свою сторону. Здесь по максимуму придется выложиться, что-то вы будете думать, придумывать, планировать, менять, переменять, перестановки какие-то делать, но у вас получится.
у вас получится. За мужчину не переживайте, здесь ладушки, здесь любовь, вы друг друга любите, у вас все хорошо. Вот этот кризис вы переживете, все будет замечательно. А вот над этим человеком, либо над ситуацией с этим человеком нужно будет крепко поработать. Очень крепко. Вы должны победить, вы должны переиграть. И при должном внимании, при должных усилиях у вас 100% это получится. Девчонки, хватит печалиться по поводу мужчины. Думайте о себе, думайте о своей жизни и о своем будущем. Особенно все то, что касается вашей работы, вашей реализации, ваших задумок. Как идет ваше время. Время, когда вы должны найти и занять свое место под солнцем. Поэтому будьте смелее, будьте решительнее и, конечно же, будьте более активной. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.